Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мария Германовна. Я учитель математики Саха политехнического лицея города Якутска. Сегодня мы с вами разберем задание номер 6 из профильного уровня ЕГЭ по математике. Мы разберем самые основные темы, которые часто встречаются. Да? Итак, первый раздел – это тригонометрия в прямоугольном треугольнике. В треугольнике АБЦ угол С равен 90 градусов. BC равен 15, тангенс угла А 0,75. Найти АС. Для этого мы сначала вспомним определение тангенса острого угла. Это есть отношение противолежащего катета к прилежащему. В данном треугольнике катет BC будет противолежащим для угла А, катет АС прилежащим. И мы получим, что тангенс А это и есть отношение BC на АС. Отсюда мы выразим катет АС. Чтобы найти АС, мы должны катет BC разделить на тангенс угла А. И запишем данные, которые у нас даны в условии задачи. Получим 15 нужно разделить на 0,75. И получится у нас 20. Ответ 20. Вторая задача. В треугольнике АБЦ угол С равен 90 градусов. Тангенс угла А 9 сороковых, АС 20 и нужно найти АБ. Эту задачу мы решим двумя способами. Итак, первый способ мы используем также определение тангенса. Это есть отношение BC на AC. В данном случае это есть 9 сороковых. И у нас получилось равенство двух отношений, то есть пропорция. Используем ее. А вместо AC сразу подставим число 20, которое нам дано. Из этой пропорции мы выразим BC. И получится у нас 9 умноженное на 20 нужно разделить на 40. Ответ 4,5. Это BC. Далее мы по теореме Пифагора найдем сторону АБ. Это наша гипотенуза. И получится, что АБ у нас равно 20,5. Ответ 20,5. Итак, это же задача и второй способ. Для второго способа мы используем косинус. Что значит косинус? Это есть отношение прилежащего угла к гипотенузе. То есть получается у нас косинус угла А это есть АС на АБ. Отсюда мы выразим АБ. Это будет АС, деленное на косинус угла А. Для того, чтобы найти косинус угла А, мы используем формулу тангенс в квадрате угла А плюс 1 равно единице, деленное на косинус в квадрате угла А. Отсюда выразим косинус в квадрате угла А. Получится равным 1600 на 1681. Извлечем из-под корня и получим, что косинус угла А это есть 40 41. И подставив во второе наше равенство, мы получим, что АБ равно 20,5. Следующее это у нас треугольники, формула площади треугольника. В треугольнике АБЦ стороны АС и БС равны. Внешний угол при вершине Б равен 122 градусам. Нужно найти угол С. Итак, что значит внешний угол? Это значит, у нас получается два смежных угла. Угол СБА и СБД угол они будут смежными. Значит, мы можем легко найти угол СБА. Из 180 нам нужно вычесть 122 градуса. И получим мы 58 градусов. Значит, угол САБ равен углу СБА и тоже равен 58, потому что наш треугольник равнобедренный. Тогда третий угол этого треугольника, угол С, равен 64 градусам. Это следует из того, что сумма трех углов в треугольнике всегда равна 180 градусам. Ответ 64. Так, следующая задача у нас угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 30 градусам. Боковая сторона треугольника равна 10.
Найдите площадь этого треугольника. По формуле площади треугольника используем именно формулу с синусом, да, так как у нас есть угол в 30 градусов. Это есть формула 1/2 умноженная на а на b и на синус угла между ними. В данном случае у нас равнобедренный треугольник, то есть вместо а и b мы подставляем 10 и вместо угла синуса угла С подставим 30. И получится у нас, что мы должны 1/2 умножить на 10 два раза и на синус 30 градусов. Синус 30 градусов, в свою очередь, это и есть 1/2. И получается у нас 5 умноженное на 5 получится 25. Ответ 25. Следующий вид задач – это элементы треугольника, высоты, медианы и биссектрисы. В треугольнике АБС угол АСБ равен 90 градусов. Угол Б 58, СД медиана. Найдите угол АСД. Ответ дайте в градусах. Итак, что значит медиана прямоугольного треугольника? Медиана прямоугольного треугольника, приведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Это исходит из того, что если вписать данный треугольник в окружность, то эти отрезки окажутся радиусами. Это значит, что треугольник СБД равнобедренный, где СД равен БД. Тогда получается, что углы ДЦБ и ДБЦ равны 58. Отсюда мы видим, что углы АЦД и ДЦБ в сумме дают 90 градусов. И получаем, что угол АЦД это и есть 90 минус 58 равно 32 градуса. И получится ответ 32. Задача номер 6. В остроугольном треугольнике АБС угол А равен 65 градусам. БД и СЕ высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол ДОЕ. Итак, сначала мы рассмотрим два треугольника АСЕ и ОСД. Эти треугольники подобны, потому что у них угол С общий, а углы Е и Д равны 90 градусов. И тогда получается, что углы САЕ и ДОЦ равны. Значит, ДОЦ угол будет равен 65 градусам. Тогда наш угол, который мы ищем, ДОЕ, будет смежный с углом ДОЦ. И он равен. Из 180 вычитаем 65 градусов. Получим 115 градусов. Ответ 115. Следующий вид задач – это вписанные и описанные четырехугольники. В четырехугольник ABCD вписана окружность. АБ равна 33, СД равна 18. Найдите периметр четырехугольника ABCD. Ну, мы вспомнили, да, что у нас есть признак. В любом описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон равны. И получается, что АД плюс БС равен АБ плюс СД. По условию задачи нам даны длины сторон АБ 33 и СД 18. Следовательно, получаем, что сумма АД и БС равна 51. И периметр – это же сумма длин всех его сторон. То есть все четыре стороны нужно прибавить. И тогда у нас получится, что периметр – это и есть 51 плюс 51 равен 102. Ответ получится 102. Следующая задача. Стороны четырехугольника ABCD, АБ, БС, СД и АД стягивают дуги, описанные окружности, градусные величины которых равны соответственно 95, 49, 71, 145 градусов. Найдите угол Б этого четырехугольника. Итак, здесь у нас мы видим, что угол Б это вписанный угол. И вписанный угол равен половине угловой величины дуги, на которую он опирается.
а опирается он на дуги АД и ДС. АД это есть 145 градусов, а ДС CD, да, это 71. Тогда получается, что угол B равен полусумме этих двух градусов. 145 плюс 71 и нужно разделить на 2. И получится 108 градусов. Ответ 108. Следующий вид это параллелограмм. В параллелограмме ABCD АБ равен 3, АД 21. Синус угла А 6 седьмых. Найдите большую высоту параллелограмма. Итак, большая высота параллелограмма приведена к его меньшей стороне. И мы видим на рисунке, что получается у нас DH. Это высота, которую мы должны найти. Так, по определению синуса из треугольника AHD мы найдем, что синус угла А это есть отношение DH на AD. Отсюда мы выразим DH. Это есть AD умноженное на синус угла А. И получим 21 умноженное на 6 седьмых. И получится у нас 18. Ответ 18. Следующая задача. Площадь параллелограмма равна 40. Две его стороны равны 50. Найдите большую высоту этого параллелограмма. Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту, опущенную на это основание. Пусть высоты равны соответственно h1 и h2, и они проведены к сторонам А и Б. Тогда наша площадь это есть А умноженное на h1 или b умноженное на h2. И большая высота проведена к меньшей стороне, равной 5. И отсюда мы найдем длину этой высоты, разделив площадь на сторону. И получим 40 нужно разделить на 5. Получится 8. Ответ 8. Трапеция и ее свойства. Номер 11 задача. Основания равнобедренной трапеции равны 14 и 26, а ее боковые стороны равны 10. Найдите площадь трапеции. Отрезок AH равен полуразности основания трапеции. То есть AH это есть AB минус CD разделить на 2. Подставив данные, мы найдем, что AH это 6. Из прямоугольного треугольника ADH найдем высоту DH. Она равно 8. И тогда, подставив все данные в формулу площади трапеции, мы найдем ее, и она равна 160. Следующая задача номер 12. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Высота трапеции равна 9. Найдите ее среднюю линию. Треугольники мы рассмотрим. Два треугольника АОЕ и ФОЦ. Они прямоугольные и равнобедренные. Прямоугольные, потому что диагонали трапеции перпендикулярны. И равнобедренная трапеция дана. Так, отсюда мы видим, что ОФ равен ФЦ, и они равны половине ДЦ. На отрезке. На рисунке они показаны вот зелеными отрезками. Следующее утверждение, что ОЕ равно АЕ, и это есть половина нижнего основания АБ. На рисунке они показаны синими линиями. Значит, высота трапеции FE это есть сумма высоты FO маленького треугольника и OE большого треугольника равна полусумме ее оснований, то есть средней линии. И отсюда мы получим EF равен 9. Ответ 9.